Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая Саргалана Антонова. В наших школах, как вы знаете, с 1 сентября в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» появилась новая должность – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Подготовка первых специалистов проходила на базе Международного детского центра «Артек», где уже более полувека действует школа вожатых. Сегодня в школе на советника возложена миссия снизить нагрузку на педагогическое сообщество и посвятить все свое время работе с детьми, педагогами и родителями. Как вы знаете, 2023 объявлен у нас годом педагога и наставника. Какими должны быть новые подходы к воспитанию современного молодого поколения? Как совместить лучшие традиции и современные форматы? Каким образом учесть при этом интересы и школьников, и педагогов? Итак, сегодня мы говорим о роли советника директора по воспитанию в школе. И гости нашей студии – это руководитель регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Ниргуяна Владимировна Макарова. Здравствуйте. Добрый день. Специалист по методическому и консультационному сопровождению ресурсного центра Виктория Васильевна Николаева. Здравствуйте. И специалист по медиасопровождению ресурсного центра «Навигаторы детства» Екатерина Эдуардовна Чинякина. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха радиота. Вы можете дозвониться к нам по телефону 32 2066 32 11 66. Ну что же, первый свой вопрос я хотела бы адресовать Ниргуяне Владимировне. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Навигаторы детства». Что он собой представляет? Добрый день еще раз. Ну, во-первых, поздравляю всех педагогов республики с годом педагога и наставника. И как раз в этот год очень актуальным стало, что республика наша вошла в проект «Навигаторы детства». И все мы знаем, что в рамках этого проекта у нас появились новые специалисты. Это советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Полностью так звучит эта должность. И сейчас, на данный момент, у нас в республике 714 советников, 598 школах и 42 муниципальных куратора. Но на самом деле за этими цифрами стоит проведенная огромная работа, начиная с апреля, когда у нас запускался конкурс «Навигаторы детства 2.0». Почему 2.0? Потому что мы попали во второй поток проекта «Навигаторы детства». Первый год проводился он в 10 пилотных регионах, и во второй год добавились 39 регионов. То есть, получается, сейчас «Навигаторы детства» проект охватывает 49 регионов, включая новые регионы, вошедшие в состав Российской Федерации. Но должность советника заключается в том, что само название должности говорит о том, что он создает детское сообщество в школах и работает по внедрению в школах федеральной повестки. То есть каждую неделю все мы знаем, что у нас проводятся разговоры о важном: поднятии флага, исполнение гимна Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, да, и поэтому должность советника охватывает все эти нововведения, потому что, не сам он должен все это делать, но должен следить за тем, чтобы в школе были реализованы данные проекты, да, и помимо этого у нас реализуются дни единых действий по памятным датам. Например, сейчас у нас проводится День единых действий, посвященный блокаде Ленинграда, дате, да, и по памятным датам, по знаменательным праздникам мы проводим Дни единых действий. И к этому хочется отметить, что разговор о важном у нас появился оригинальный компонент. Его разработал детское издательство «Каскель», но оригинальный компонент – это весь предложенный материал, они у нас переводят на якутский язык. То есть у якутскоязычных школ у нас появилась такая возможность проводить разговоры о важном на родном языке. И советник директора у нас сейчас будет задействован, конечно, в российском движении детей и молодежи, которое у нас создалось этим летом. Все мы знаем, да, что у нас появилось новое детское движение. И помимо этого на советника также возлагается
большая миссия по созданию и родительского сообщества, и чтобы общественность знала о новых проектах, которые у нас реализуются в стране. Поэтому большая нагрузка лежит на этом специалисте. И в связи с этим мы начали создание штабов воспитательной работы в образовательных организациях. И в штаб воспитательной работы у нас входит директор, замдиректора по воспитательной работе, советник, конечно, входит, и все специалисты, которые задействованы в воспитательной работе. Это социальный педагог, это медработник, да, инспектор ПДН тоже может быть в этом совете. И штабе, как бы и совет, и штаб можно назвать, да? И штаб воспитательной работы между собой распределяет обязанности. Там положение прописано, например, чем должен заниматься советник, чем должен заниматься замдиректор по воспитательной работе. Поэтому они распределяют между собой обязанности и начинают уже, развивают в школе, уже поднимают на новый уровень воспитательную работу, получается так. Но для того, чтобы специалисты по воспитательной деятельности смогли приступить к работе, я думаю, была проведена очень большая предварительная работа. Расскажите об этом. Во-первых, они прошли конкурсный отбор, который был запущен в апреле, да, и он завершился летом. По итогам мы отобрали 1200 заявок было на этот конкурс, и федеральные эксперты, и мы тоже там включились в отбор, да, и получается, по итогам у нас были отобраны эти специалисты, 700 специалистов, и также они прошли обучение, у нас есть платформа «Корпоративный университет российского движения школьников», но сейчас он переформатируется, но в данное время тоже там можно проходить обучение, если ты там прошел регистрацию раньше, да, и там есть курсы на 108 часов. Эти курсы обязательно должен пройти каждый советник, прежде чем приступить к работе. Там все есть, все методические рекомендации, по которым он должен работать, и помимо этого он ознакомливается, конечно, со спецификой своей должности. И помимо этого у нас тоже мы один из активных регионов по организации курсов. Даже удивляются, да, федеральный офис, потому что до официального запуска в Российской Федерации проекта «Навигаторы детства» мы в августе уже провели курсы. Первые курсы у нас 150 человек, советников мы охватили в августе, в рамках августовского совещания это было. Конечно, при поддержке Министерства образования и науки нашей республики. И потом после этого у нас были октябрьские курсы. В ноябре-декабре мы проводили школу молодого советника, получается. И сейчас мы начали год уже зимней школы навигаторов детства. Но о нем подробнее специалисты расскажут. Да, Виктория Васильевна, расскажите нам, пожалуйста, про участников этой зимней школы. Да, кто приехал к нам сюда, в Якутск? Добрый день. Да, начат этот год год педагога и наставника в Российской Федерации. У нас в Якутии открылся проведением образовательной смены «Зимняя школа навигаторов детства». Мы приняли порядка 80 участников из числа муниципальных кураторов, советников, директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Это такие районы, например, вот из Арктических был Булунский район, Анабарский, Устьянский, если не ошибаюсь, Верхнеколымский, да, коллеги, и естественно, еще нас радует, что южные районы подхватили, Нерюнгри, Алдан. Очень радует, что много было из центральных районов. Почти все районы республики, город Якутск, поселок Жатай, все были вовлечены в эту смену. Да, и почему мы проводим такие смены? В течение года мы обязаны проводить курсы, какие-то образовательные семинары для наших коллег, советников, именно путем не только проведения ВКС видеоконференц-связи, но и очных встреч, потому что такие встречи все-таки сближают людей, да, и больше они информации, больше дают, да, больше информации они получают. И мы хотели бы поблагодарить наш Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» в лице директора Яны Николаевны. Вот если бы не они, конечно, у нас этой смены бы не получилось. И очень здорово, что наши участники там и проживали, да, и отдыхали, и оздоравливались, и, конечно же, у них была насыщенная программа. Вот позвольте Давайте сейчас... об этой программе поговорим, да? Сейчас чему вот и как смогли научиться. Да, сейчас я озвучу просто, какие у нас были основные мероприятия, да. Вот у нас были не только теории, но и такие практические занятия, как веревочные курсы, практический семинар «Методика управления процессами для эффективной организации работы навигатора», семинар «Ценности семьи в воспитательной работе». Здесь
очень важная работа с родителями как раз, да, педагогические мастерские, которые включали в том числе и игровые методы обучения, например, английскому языку для начинающих, да, были даже практические уроки психолога по борьбе с эмоциональным и профессиональным выгоранием, да. Очень нас порадовали наши советники из города Якутска, которые провели мастер-классы уроков, разговоров о важном. У нас целых 2 мастер-класса это было. Это Гея Семеновна Корнилова, Сахополитехнический лицей, и Анисия Валерьевна, советник школы номер 33 города Якутск. Мы очень благодарим наших советников и муниципальных кураторов, которые помогли нам найти советников. Кроме того, мы проводили также квест-игры «Тайна графини Деламорт», например. Да, это те квест-игры, которые проводятся на уровне России, например, в лагере «Артек». Максимально мы пытались проводить практические занятия для того, чтобы наши коллеги по итогам нашей смены могли применить вот эти вот знания на своих подопечных, на своих воспитанников и на своих учеников. И самая главная цель – это вот это наша цель. Екатерина Эдуардовна, мы слышали о том, что смена прошла на довольно высоком уровне, да, об этом было очень много положительных откликов от самих участников зимней школы. Вот хотелось бы узнать, что кроме образовательной части вошло в программу? Да, вот смотрите, кроме образовательной части, также у нас вошла и развлекательная программа, то есть наши советники и муниципальные кураторы заселились в лагерь, то есть они как бы на эти 3-4 дня стали маленькими детьми, которые, прошу прощения, проживают именно на базе лагеря, то есть они делились на академии, у них был вожатый, у них был командир отряда, название и девиз. И как бы тем самым мы дали им возможность полностью раскрыться, показать себя именно с другой стороны, со стороны уже такого маленького ребенка, да. Как бы взрослые люди же иногда скрывают такой маленький свой огонек детства, а вот именно на нашей смене они смогли раскрыться полностью и вот проявили свой огонь, то есть азарт в глазах был. Также у нас были такие главные мероприятия, как открытие смены, закрытие смены, где команды подготовили выступление буквально там за один вечер. Но это можно было сказать то, что как будто они готовились целую неделю. То есть были настолько организованы. Уровень такой показали. Да, такой уровень показали, как будто они были готовы, они были знакомы уже несколько месяцев, хотя они вот только приехали и на следующий день уже показали себя как отличную команду. И всем было, конечно, очень печально расставаться с друг другом. Конечно, за 4 дня они очень сильно сблизились. Как бы мной, как начальником лагеря и вожатыми, была проделана хорошая и достаточно активная работа, что участники как бы показали себя вот с такой стороны, именно со стороны детства. Хорошо. Об этом мы договорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас небольшая рекламная пауза, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переходите. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о том, насколько воспитательная работа в школах остается актуальной. Какие лучшие традиции детского движения удалось сохранить за эти годы, а что еще нужно создать. С 10 по 14 января на базе отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» проходила образовательная смена «Зимняя школа навигаторов детства». И сегодня у нас в гостях ее участники. Итак, знакомимся. Педагог-организатор и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Махсоголовской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов Виктория Сергеевна Хазеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Педагог-организатор Центра дополнительного объединения «Хангалас», муниципальный куратор-навигатор детства в Хангаласском районе Мария Михайловна Савина. Здравствуйте. Здравствуйте. И учитель информатики, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мостахской школы имени Героя Советского Союза Алексея Миронова, села Балагачи, Вилюйского улуса Гаврил Гаврилович Васильев. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радиота. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и я хотела бы обратиться к участникам нашей передачи. Да? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями вообще от прошедшей смены зимней школы. Да? Какие знания вы получили вообще? Как это может в дальнейшем помочь для вашей дальнейшей работы?
Пожалуйста. Ну, давайте я, наверное, начну. В целом, смена прошла очень насыщенно, да, у нас не было времени, чтобы передохнуть, полежать просто, да. Мы заехали, сразу у нас начались лекции, сразу начались практикумы, нам давали больше знаний, которые мы можем применить именно в нашей деятельности, да, какие-то новые фишки мы узнали. Также проводились для нас коллективно-творческие дела, мы очень сплотились между собой, коллективом, да, небольшим, вот нас разделили на отряды академии, и мы, так скажем, и в бой вместе, и готовились к разным мероприятиям. В целом остались только вот теплые воспоминания и новые знания. Пожалуйста, Мария Михайловна, у вас впечатления какие сохранились? Ну, мы очень были рады проведению зимней школы. Все муниципальные кураторы между собой познакомились, это самое главное, я считаю, обменялись опытом работы, потому что это все-таки новое дело, нововведение, да, и мы получили массу впечатлений от того, какие у нас творческие советники, какой у нас дружный отряд, и наше руководство, Росдетцентр, очень хорошо постарался, да, вся программа была насыщенная, мы получили методические разработки, очень получили очень хорошие материалы и рекомендации по проведению именно образовательных семинаров и совещаний для наших советников. Каждый муниципальный куратор вот в своем районе сейчас уже имеет именно такую базу работы, которую сейчас вот мы должны провести. Хорошо. Очень Гаврил Гаврилович, что вам больше всего запомнилось? Мне больше всего понравилось занятие практически и мастер-классы, которые провели некоторые участники. Хорошо. Я хотела бы, чтобы Виктория Сергеевна рассказала о том, каким образом вот строится вообще процесс работы в школе, какими методами вы пользуетесь. Поделитесь, пожалуйста, вот небольшим, может быть, но опытом. Да, у меня, к счастью или, может, к сожалению, небольшой опыт, но я считаю, что это, наоборот, в моем понимании это плюс, потому что я ближе все-таки к детям, да, у нас не такой большой возраст, разница, да. И они прежде всего во мне видят друга, и мне кажется, это мне помогает, потому что они делятся своими идеями охотнее, да, они притворяют в жизнь вместе со мной, там, например, они сказали, вот давайте проведем дискотеку, допустим, в каком-то стиле, я говорю, да, конечно, и мы с ними готовимся, находим материал, да, подготавливаем какие-то игры и проводим. Также мы проводим не только досуговые, да, мероприятия, но и патриотическое воспитание, про это не забываем, да, потому что все-таки мы школа, которая должна воспитать подрастающее поколение, какие-то дать знания на дальнейшую их жизнь, и в этом плане мы с ребятами тоже тесно работаем после уроков, после всех элективных их консультаций. Вечером собираемся и смотрим, какие у нас ближайшие мероприятия запланированы, и проходим по ним. Распределяем, кто за что ответственный, чтобы дети приучались брать на себя ответственность, приучались договариваться между собой. Вот. Мы знаем, что на смене вас избрали председателем Ассоциации советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями нашей республики. Расскажите, пожалуйста, вот чем будет заниматься эта ассоциация, вообще для чего она создана? Так, прежде всего, ассоциация в ближайшее время будет заниматься именно организационными вопросами, да, потому что нам надо для начала разработать положение, так как эта ассоциация только была вот инициирована, да. Нам нужно утвердить членов совета, их количество, и потом мы уже совместно с членами будем разрабатывать уже план, собирать советников на местах, какие-то, может быть, их идеи, их пожелания, что они вообще хотят, как они видят работу, и потом уже объединим. Вообще, для чего создана ассоциация? Во-первых, это для поддержки прежде всего и защиты самих советников, да, директоров, потому что, как сказала Мария Михайловна, это как бы новая стезя, и у некоторых, возможно, до сих пор нет какого-то четкого понимания, да, у директоров, может быть, нет понятия, чем этот советник должен заниматься, и в таком случае мы будем их поддерживать, направлять какую-то методологическую документацию, да, и в целом как бы морально, так скажем, будем опорой.
Вот. Ну, самое главное, наверное, это общение, обмен Да. опытом прежде всего. Конечно. Мгм. Ну, здорово, что среди советников у нас есть представители сильного пола, да? Гаврил Гаврилович, расскажите, пожалуйста, вот какова роль мужчины советника в школе, да? Вот не часто встретишь мужчин-советников, да? Трудно ли вам работать? Расскажите. Ну, мне легко работать, Ага. потому что я уже работаю 13-й год в школе Ага. информатиком. А так люблю работать с детьми, а так советником уже с сентября месяца начал работать. Мгм. Ну вот что для вас вот эти прошедшие, скажем, несколько месяцев, что они дали в плане опыта, в плане общения с детьми? В плане общения с детьми они мне дали больше общения с детьми, Мгм. больше узнал их. Так. Проведенные мероприятия, взаимодействие с детьми. Больше сдружились, Да, наверное, да, с да. коллективом. Ага. Наверное, дети стали вам ближе, да, я Да, так думаю. да. Они уже приходят, наверное, делиться какими-то своими мыслями, да, какие-то Приходят предложения идеями, вносят. предложениями Да. приходят. Что они вам говорят, какие предложения вносят? Мгм. Проведем, например, какое-то мероприятие, там, активно участвует. Мгм. В основном подростки, мальчики. Мгм. А за это время, может быть, вы стали ближе с родителями? Вот каким образом вообще строится контакт? С родителями, да? Мгм. Но с родителями строится контакт, как я думаю, когда проводим мероприятия, например, разговор о важном, мы приглашаем, например, учителей, которые ветераны учителей Мгм. для проведения мероприятий. Приходят с радостью, рассказывают, как они работали. Что тогда было важным для них, да? Да. Мгм. Как строился тогда учебный процесс и так далее, да? Ага. Ага. Какие-то тематические вот еще праздники вы проводили? Расскажите о них. Тематические праздники, но у нас тематические праздники по дням единых действий проводят по календарному плану. Мгм. И по этому графику идем. Мгм. Ну вот что-то Провожу. интересное, о чем вы могли бы нам рассказать? Какое мероприятие вот для вас лично было интересным? Лично, да? Да, запомнилось больше всего. Мне запомнилось мероприятие, какое сказать, День героев Мгм. запомнился. Мы проводили с ним вместе. К нам переезжали с села Верхневилийска района и вместе проводили. Мгм. То есть из соседнего района Да. приезжали кто? Учителя? Учителя, делегация Ага. села Кантик приезжали, вместе с ним проводили. Ага. Хорошо, то есть можно сказать, что тут своеобразный синтез даже происходит на таких уроках. Мария Михайловна, а вот в чем роль муниципального куратора в районе либо в городском округе? Мгм. Роль муниципального куратора считаю одним из самых ключевых в проекте «Навигаторы детства», потому что мы являемся связующим звеном между региональным центром и образовательными учреждениями. Да? То есть мы работаем как... Мы передаем информацию нашим советникам, какая у нас какие мероприятия, какие у нас будут совещания и так далее. И они же, в свою очередь, то же самое. Мероприятия проводят в школах. То есть мы связующее звено являемся. Да? Ну и с нами работают также специалисты, кадровые специалисты по трудоустройству, все документации тоже через нас проходят. Если у нас советник ушел на больничный или в учебный отпуск, или там по уходу за ребенком, то же самое все через нас проходит. Мы сразу нашим специалистам именно по кадрам передаем всю эту информацию, отчитываемся. Да? Также ведем аналитику по проведению Дней единых действий, как у нас проводятся мероприятия по разговору, то есть классные часы разговора о важном. «Орлята России» проект как тоже развивается, да. Проводим у себя в УЛУСе семинары, совещания именно по вопросам воспитания. И сейчас у нас после зимней школы стоят большие задачи, чтобы каждая школа уже правильно начала работать хорошо штаб воспитательной работы.
Вот. Именно какая роль советника будет в воспитании, да, и как будет слаживаться воспитательная работа школы. Вот. И тут мы должны и методически помогать. Вот такая вот роль. Хорошо, возвращаясь вот к зимней смене, да, вот что из ее работы вы конкретно взяли бы именно для себя? Для себя я отметила, значит, очень хорошие такие методические игры. Карточная игра была, именно которую можно проводить в школах. У меня было такое желание даже пройтись по школам, чтобы каждая школа поняла, как должен работать именно штаб воспитательной работы, чтобы все слаженно было, как проводить мероприятия, как проводить взаимодействие с региональным СМИ. Да, с нами очень хорошо значит, взаимодействует Каскиль. Вот. И в будущем мы хотим вообще с муниципальными кураторами по обмену опытом ездить друг к другу. Я надеюсь, что наша мечта исполнится. И наши советники тоже хотят съездить, посмотреть, как другие улусы работают, чтобы по обмену опытом. Вот. То есть наладить межулусные связи, да? Маршрут должен построиться. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программа «Якутск сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о роли советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Какими методами можно реализовать воспитательные процессы? Как строить образовательную программу вокруг наших базовых ценностей, таких как уважительное отношение к родителям, друзьям, к учебе и труду, к малой и большой родине, к ее истории, и какие традиции нам в этом могут помочь. И мы продолжаем наш разговор с руководителем регионального ресурсного центра «Навигатор детства» Ниргуяной Владимировной Макаровой. И также к нам присоединяется ведущий эксперт по патриотическому воспитанию ресурсного центра «Навигатор детства», муниципальный куратор общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки нашей республики Артем Андреевич Васильев. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радио. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 2066 32 11 66. Известно, что школы у нас в республике, конечно же, разные, да? И мы слышали, что советники директора по воспитанию есть и в специализированных школах, да? Артем Андреевич, расскажите, пожалуйста, вот о специфике их работы. Да, вот у нас есть... Я курирую подведомственные государственные общеобразовательные организации, да, и у нас с нами работают 4 специализированных коррекционных школ, да. И там, конечно, да, у них программа совсем другая бывает, и построена под именно детей, да, которые болеют там. И в этих школах работают у нас 10 советников директоров по воспитанию, да, и там работают молодые, очень молодые специалисты, в том числе молодые люди. В некоторых школах работают 2 советника директора. И вот в программах разговор о важном, дни единых действий адаптируются под детей, которые учатся в таких школах, и адаптацию проходят, да, программа адаптации проходит, да, и Российское детско-юношеское центром разработан методические рекомендации по организации именно для таких детей программы. Поэтому работаем по этой программе. Именно в таких школах, спецшколах. Помимо этого, в городе Якутске я работаю, курирую, да, республиканский лицей-интернат и якутский кадетский школа. Кадетская школа. Кадетская школа, да. Якутская кадетская школа. Ну вот вы сказали, что молодые люди, очень молодые люди там работают, да, но я думаю, что педагоги. Именно молодость, да, Да. как раз-таки и обеспечивает, наверное, ту энергетику, которая нужна, необходима просто в работе именно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Да, так и есть. И, они молодые, инициативные, у них креативные, поэтому, конечно, молодость помогает.
Хорошо. Ниргана Владимировна, вот в конце прошлого года, насколько я знаю, прошел исторический, можно сказать, первый съезд российского движения детей и молодежи. Кто участвовал вот в этом съезде от нашей республики, да, и о чем вообще здесь шел разговор? Расскажите, пожалуйста. Ну, в конце прошлого года у нас прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи. И в этом съезде у нас приняла участие большая делегация. Это было 13 детей, 2 сопровождающих. Педагоги у нас сопровождали, родители. И помимо этого у нас приняли участие представители органов исполнительной власти, Министерства образования и Министерства по молодежной политике. А заместитель министров, это Аргунова Алевтина Петровна был, и Сосновский Андрей Александрович приняли участие. И на съезде, во-первых, организация решила название. По названию там прошло голосование, потому что долгое время движение было без названия. И большинство голосов проголосовало за название движения первых. Поэтому принято было решение, что сейчас у нас детское движение называется «Движение первых». И помимо этого было решено, что в движении, в организации будет 12 треков. Но это было принято, исходя из такого момента, что ребенок может выбрать любое направление из 12 и в одном из направлений стать лидером. Ну, треки такие, как экология, патриотика, краеведение, туризм. То есть очень широкий выбор. Широкий выбор, То есть это такая большая профориентационная площадка будет, я думаю, в которой ребенок будет, например, с начальных классов, начиная пробовать себя в разных направлениях, или может идти до 11 класса и в одном направлении, например, да? Целенаправленно. Да, целенаправленно, и потом уже по выпуску из школы он уже может, исходя из приоритетов, выбрать свою будущую профессию. Ну вот какие задачи были поставлены по итогам прошедшего съезда? Ну, задачи у нас стоят сейчас на данный момент. Это создание структуры движения, во-первых, это создание первичных отделений и создание местного отделения в районах, да. И сейчас у нас идет большая работа, то есть мы до конца января должны 15% от общего количества образовательных организаций в районе создать первичные отделения. Ну, конечно, эти задачи ставятся федеральным центром, но там не говорится про количество, просто мы хотим ускорить работу по созданию первичных отделений, поэтому в республике мы поставили такой KPI, получается, да? Потому что мы должны ускориться по созданию местных отделений, поэтому это завязано с финансированием, то есть когда у нас будет структура, когда у нас будут первичные отделения, местные отделения, только тогда у нас будет финансирование проектов. То есть у нас региональное отделение становится распорядителем средств. Именно на счет регионального отделения будут целенаправленно направлены средства на реализацию проектов, региональных проектов. Поэтому нам нужно с этим делом поспешить по созданию структуры. Только тогда у нас будут эти средства выделены. И хотелось бы знать, вообще в чем будет роль советника в развитии этого движения? Ну, конечно, в этом движении основным двигателем этого движения в школах будет советник наравне с членами штаба воспитательной работы. То есть все должны быть задействованы в этом движении, потому что стоит вопрос очень остро. У нас руководителем Координационного совета по республике является глава нашей республики Эсен Сергеевич Николаев. И буквально 30 января состоится второе заседание Координационного совета. Поэтому вопрос стоит на уровне главы государства. Поэтому мы должны быть все задействованы в этом движении, но во благо развития наших детей. То есть по 12 направлениям мы будем с ребятами отрабатывать, предлагать им интересные проекты, интересные конкурсы, и будут выделяться дополнительно большие средства на реализацию проекта. Поэтому я думаю, все это к лучшему, потому что никогда такого не было в истории Российской Федерации, когда детское движение было поддержано законом. У нас же летом вышел закон о Российском движении детей и молодежи, и там все прописано, как у нас должна строиться система.
Ну, конечно, возникает вопрос о российском движении школьников. Да? Российское движение школьников тоже состоялся 6-й съезд в декабре, буквально тоже наравне с этим съездом РДДМ. Да? И было принято решение о реорганизации и слиянии с РДДМ. То есть две структуры у нас будут. То есть будет единый центр? Да, единый. И активисты РДШ, 130 тысяч детей, про которых мы говорим, да, они войдут в структуру РДД. Наши активисты. Наши активисты, педагоги, да. Педагоги тоже. Для того, чтобы провести такую большую работу именно в нашей республике, я думаю, что вот вашим ресурсным центром уже запланированы какие-то выезды, может быть, еще дополнительные семинары, обучение специалистов. Это же очень важно. Ну, хотелось бы отметить, что председателем регионального отделения РДДМ у нас стала Михайлова Оксана Тагировна. Она у нас 3 года была председателем Российского движения школьников, поэтому преемственность у нас есть. И вместе с ними мы должны сейчас... Но планируем выезды в районы, по заявкам у нас это будет. И, конечно, хорошо было бы провести методические десанты в арктические районы. Это тоже планируем. И в рамках финансирования, которое будет выделено на региональное отделение, конечно, это будет одним из первых пунктов, наверное, командировки по районам. Ага. Ну, я думаю, что вот те помощники, да, советники директоров по воспитанию, которые были участниками вот этой зимней смены, да, стали своего рода ретрансляторами, ведь они тоже поедут в Улус и будут, я думаю, распространять этот опыт, рассказывать своим коллегам, как проводится работа, например, вот в соседних районах и так далее. Да, но я вот и говорю, на смене, когда у нас было закрытие смены, я дала им такое поручение, чтобы хотя бы они по приезду в районы охватили 10 человек, рассказали 10 педагогам о проекте «Навигатор детства», о том, какие задачи у нас стоят, и тогда уже у нас 800, около 1000 человек будут знать проект, ну, как бы более подробно, да. Хорошо, вот мы говорили о том, что в самом начале, да, нашей программы, о том, что самые первые навигаторы смогли пройти обучение вот в таких бывших всесоюзных центрах, да, например, в Артеке. Что-то, может быть, планируется вот именно для наших, для якутян, какое-то обучение, можно сказать, массовое, где бы они тоже действительно могли бы пройти какой-то уровень подготовки, да, получить очень большой опыт, обменяться мнениями с коллегами из других регионов и так далее. Ну, из республики пока я только одна, как региональный координатор проекта «Прошла обучение». Это было в Международном детском центре «Арктек». И близлежащие регионы, которые вот расположены близко к Артеку, они все прошли, советники все прошли обучение на базе Артека. И в этом году тоже планируется год педагога и наставника, как нам обозначили, это будет годом обучения. То есть всех советников, все 714 наших советников мы планируем обучать на федеральных площадках. Но пока обозначены 3 региона, на базе которых будут проводиться обучение, но не решили, где будет Дальний Восток обучаться. Но думаем, это будет база ВДЦ «Океан». Надеемся на это, да? Я думаю, что вот как раз-таки советники директоров, которые пройдут там обучение, да, обязательно сделают очень большой вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до следующего.